Особенностью этого года стало то, что в условиях эпидемиологической ситуации агитация проходит в онлайн-режиме. Блогеры и пользователи соцсетей с большим числом подписчиков начали размещать на своих страницах рекламный контент, заключая контракты с кандидатами в президенты. В кыргызстанском сегменте соцсетей один рекламный пост на такой странице обходится от 100 до 1000 долларов. Но большинство певцов и актеров, которые работают на таких условиях с кандидатами, отказались открыто рассказать о своих ставках и условиях контракта. К сожалению, не могу об этом сказать, потому что это строго конфиденциальная информация. Но стоит отметить, мы работаем исключительно с теми, кто симпатичен. Большую часть через знакомых. Онлайн обучение, онлайн агитация oldu. Все кандидаты в президенты обещают стабильность и процветание. На фоне глубокого экономического кризиса в Кыргызской республике будут проводиться выборы. А выборы – это, как известно, всегда изрядная доля популизма со стороны политиков-кандидатов. Так, сайт Политмер KG с 2011 года отслеживает выполнение обещаний политиков и публикует аналитические данные. Если сравнить, как они выполняли, президенты до этого свои обещания, мы можем сказать, что у нас на первом месте стоит Алмазбек Атамбаев. У него самое большее обещаний на нашем сайте. Он из этих обещаний 56% он выполнил. На втором месте у нас последний законный президент Сооронбай Жээнбеков, который выполнил более 17% своих обещаний. Но мы очень надеемся, что следующий президент у нас будет, мы изберем достойного президента будущего, который будет достойно выполнять свои обещания. Отметим, Центр избиркома предоставил возможность участия в президентской гонке 18 кандидатам. Именно столько политиков преодолели минимальный рубеж собранных подписей в 30 тысяч и смогли внести залог в казну в размере 1 миллиона сомов. Всего заявки подавали 65 потенциальных кандидатов, однако из-за разных причин большинство из них выбыли на начальном этапе политической борьбы. Основное изменение коснулось формы номер 2. Из-за того, что в ходе парламентских выборов 4 октября было много жалоб, связанных с ней, Жогорку Кеңеш принял поправки, согласно которым теперь этот документ не может быть применен на территории Кыргызстана, а разрешается для использования лишь за пределами страны. Еще одно новшество коснулось избирательного залога, который вносится кандидатами. Раньше, чтобы вернуть его в случае проигрыша на выборах, претенденту требовалось набрать не менее 5% голосов. Теперь же этот порог снизили до 1%. Патруль выполняет задачи по охране общественного порядка. Между тем, силовые структуры уже начали готовиться к протестам. Так, на прошлой неделе под Бишкеком прошли командно-штабные учения, на которых отработали введение чрезвычайного положения, подавление массовых беспорядков, а главное – разгона толпы. Подразделение Национальной гвардии прикрывает его действия с тыла. Это проводится в рамках обеспечения безопасного проведения выборов. Вы сами знаете, что предстоящий год у нас будет очень такой политически, можно сказать, насыщенный. Поэтому мы, как вооруженные силы, мы должны обеспечить это безопасное, можно сказать, волеизъявление нашего народа. В рамках вот этого мы проводим сегодня учения, занятия с офицерами, а также местными органами власти, чтобы все вот это мероприятие было организовано и организованном таком взаимодействии. Напомним, досрочные выборы президента проводятся из-за отставки на фоне протестов экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова. Одновременно с досрочными президентскими выборами ЦИК намерен провести референдум по форме правления. Кыргызстанцы будут выбирать из 3 вариантов. Жить им в президентской республике, парламентской республике и можно проголосовать против всех вариантов, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Гульчоро Казымкулов, Нью ТВ.